10 числа Лукашенко собирается лететь в Российскую Федерацию. И, насколько я понимаю, и вижу, и слышу, что все-таки Путин будет склонять его к окончательному подписанию союзного государства, договоров о союзном государстве и уже в фактическом аншлюзе Беларуси. Генеральный штаб Российской Федерации уже 2 дня назад объявил о том, что они собираются сейчас в сентябре ввести войска в Беларусь для учений, так называемое славянско-сербское братство 2020. Эти, кстати, учения не были анонсированы до этого. Мы все фокусировались только на учениях у нас на границе Кавказ-2020, которые сейчас будут разворачиваться. Ну вот. И это очень сильно, ну, как бы и нас пугает, потому что у нас идет война, у нас все равно каждый день гибнут люди, хотя сейчас, может быть, меньше, но все равно каждый день есть какие-то такие вещи. И мы понимаем, что после Кавказа 2008 была аннексирована очередную часть Грузии, вот, а сейчас мы видим, что Россия собирается вводить войска еще и в Беларусь. Очень боимся получить второй, третий фронт. Какая реакция вообще у белорусов на вот эти учения, на этот ввод войск, оглашенный Россией? Ну, видите, я вам скажу свое личное мнение. Конечно, от России, к сожалению, можно ожидать всего. Ну, такова, к сожалению, ситуация. Но, с другой стороны, мне кажется, что в данный момент Россия не будет склонна как бы до конца додавить Лукашенко, чтобы он все поподписывал. Ведь они прекрасно понимают, что какова популярность этого человека и какова его легитимность, особенно сейчас, при огромных протестах людей. Мне кажется, что не в их интересе подписывать с ним что угодно. Им важнее было бы довести до того, чтобы он просто ушел, чтобы были проведены новые выборы. И вот тогда, мне кажется, тогда нужно будет опасаться того, что Кремль использует все свои возможности финансовые, пиаровские, не знаю, там еще какие спецслужб возможности для того, чтобы привести к власти кандидата своего, который будет легитимен, но будет делать то, что выгодно Кремлю в белых перчатках. Вот так, мне кажется.